Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам и готовы поделиться ситуацией вокруг проекта Propertunity.kz. Мы на данный момент сопровождаем уже девушку, которая пострадала тоже в этом проекте и не может вернуть деньги, потеряла их. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация у вас, да, какие предложения инвестиционные вы получали и какая там была логика развития событий? Да, я из проекта «Клубный дом». Получается, в начале 2023 года в телеграм-канале поступило предложение на строительство клубного дома в городе Астана, депутатский городок. Гарантия была земельный участок, то есть он сказал, что у него есть наличие земельный участок, который находится на пересечении Панфилова, Нурмагомедова. Целевая сумма 150 миллионов тенге, стоимость земельного участка 400 миллионов тенге, минимальная сумма взноса 5 миллионов. Согласно этому предложению, я заключила договор сначала с Propertunity на инвестирование, затем уже на именно по проекту «Клубный дом» и оплатила деньги через Халықбанк безналичным платежом, через приложение. Договор был с отдельной специальной компанией специального назначения, как он называл. Срок строительства был начало апреля 2023 года, конец декабрь 2023 года, и максимальный срок реализации проекта был год. То есть я заключила договор 22 февраля 2023 года. Год это был 23 февраля, получается, 2024 года. На сегодняшний день уже прошло 7 месяцев. Я, как понимаю, никакого строительства не было. Был ли земельный участок, я тоже не знаю. Документов на земельный участок он нам не предоставлял, хотя спрашивала тоже. Возврат денежных средств неоднократно я ходила и в офис, который находится в МФЦ Propertunity. Назначал Арман встречу и не приходил на встречу, сказал, что у него нет времени, у него дела и так далее. 13 февраля он написал телеграмму, хотя эту телеграмму получила только в мае, когда пошла в их офис, и мне их менеджер предоставила. То есть телеграмму он мне не отправлял, ни на WhatsApp, ни на почту, никуда. Я не видела ни свой личный кабинет, где он писал, что проект завершен, и что с мая месяца будут выплаты в порядке очереди. Как я понимаю, проект не только не завершен, он и не начинался. Никакого строительства я в этом районе не видела. И я его просила неоднократно фотографии отправлять со строительства, лицензии, кто будет строить, переписка есть. Ничего он мне не отправлял. Я вернусь к вам с ответом, что он, что его менеджеры, и потом пропадали. Собралась группа в телеграм-канале, где более 30 человек, оказывается, в разных проектах, тот же Лайк Вилла, сердце столицы, исламская ипотека, да, которая... Арман не вернул деньги по нашему проекту, по другим проектам и дальше рекламирует Propertunity на своем инстаграм-канале. Идет реклама активно исламских инвестиций, исламская ипотека, в которой пострадало еще 10 человек, которые там по 1 700 000 каждый внес аванс. Как оказывается, менеджер тоже просила перевести этот задаток, там, аванс и так далее. Вот сейчас они пишут заявление в полиции, да, в ДВД, и получается, что мы тоже написали заявление в департамент Десильского района, в прокуратуру, финансовую полицию. Я дала показания, получается, опрос был, да, анкетирование, и все. И на этом нам сказали, что дело передано в номенклатуру, потому что нету состава преступления, нет уголовного дела, и мы должны обращаться в гражданский суд. То есть, получается, только по проекту, с которым вы непосредственно связаны, еще есть 3 человека, и в совокупности более 50 миллионов ущерб, который люди не могут получить. А что повлияло на то, что вы приняли вот такое инвестиционное решение вкладывать в этот проект? Ну, первое, это, конечно, лицензия МФЦ, которая на тот момент, когда мы туда вкладывались, у него была. В 2023 году эта лицензия у него закончилась. То, что он является, получается, резидентом МФЦ, это первое, да. И второй момент, то, что он написал, что у него есть гарантия земельный участок стоимостью 400 миллионов тенге, где вот его коммерческое предложение, которое он нам отправил, да, оно здесь стоит, в принципе. Ну, вы выражаете намерение в юридической плоскости по закону дойти до соответствующих решений правоохранительных органов, судебных органов, в том числе для того, чтобы данного гражданина наказать согласно действующему законодательству. Естественно, да, потому что это мошеннические действия. Я считаю, что это коллективно, это не только мы там, да, и не только наш проект, клубный дом, несколько проектов. Исламские инвестиции — это тоже толчок к тому, чтобы сделать шаг инвестиционный в их компанию, что это исламские инвестиции, что это халяльные инвестиции. Это тоже дало определенный плюс в принятии решения, что инвестировать можно. То есть это же введение в заблуждение людей, что это халяльные исламские инвестиции. Это тоже, я считаю, что это неэтично минимум. В первый раз я узнал о проекте Propertunity, когда к нам обратились люди,
в директ и поинтересовались, что это за проект и какие продукты он предоставляет. Для того, чтобы ответить людям на вопрос, мы отправили запрос в Propertunity. И после того, когда мы не получили ответ, то есть мы там никаких претензий у нас не было, ничего, мы говорим, что это такое. Да, к нам обратились люди, просят разъяснить вот этот термин. И никакого ответа не последовало. И когда уже завертелась эта история, мы посмотрели, кто за этим стоит и что, оказывается, у этого человека уже огромное количество непогашенных долгов, стало понятно, да, что проект очень рискованный. Вы, конечно же, о долгах не знали, да? Не знала. И плюс еще хочу сказать, что в Астане 2 раза я была на живой встрече. Обе встречи организовал Propertunity. Это первая была конференция 25 марта 2023 года. Я сама лично видела Армана, там же выступал тот же Чеботарев Андрей, застройщики выступали. А Андрей Чеботарев, который... Финансовый Z, да, тоже он выступал. И тогда мы у Армана спросили, мы же тогда уже, получается, в феврале инвестировала. Я говорю, Арман, что там клубный дом, он строится? Он сказал, да, я хочу его заранее уже завершить, не декабрь 2023 года по договору, я вам раньше верну деньги. С теми же там 30% годовых, которые я вам в договоре озвучил. Это Арман лично мне озвучивал это. И вторая встреча была в конце августа, круглый стол был, это было в МФЦА. Там он уже рассказывал про исламский банкинг. Там малазийские компании выступали, мы в онлайн-режиме сидели, то есть я видела, что человек, он как бы, да, ну не аферист там, да, то есть верила человеку, потому что это не какие-то там онлайн-мошенничества или интернет-мошенничества, нет, я в Астане сама лично ходила на организованные его встречи. Он, возможно, в процессе поругался, что ли, с застройщиками или не донес им деньги, потому что есть же застройщики по Лейк-Вилла, которые в процессе уже, да, расторгли с ним отношения, потому что там что-то по финансам недополучили. Очевидно, что вы не искали какие-то проекты, вот как большое количество людей, которых к нам обращается с какими-то заоблачными доходами, с непонятным статусом, с непонятными лицензиями и людьми, когда это происходит в Казахстане, когда это происходит на базе МФЦА, когда тебе показывают лицензию, когда застройщики здесь. Там и целых много, да. Он выступает, да, на форумах, на форуме Инвестади он выступал, я его в онлайн-режиме смотрела, там все 4 краудфандинговых платформы выступали, тот же Баев, тот же Инвеструм, Алпамыс выступал, и Арман вместе с ними, это были 4 платформы, которые имели лицензию МФЦА, да, песочница, но это была лицензия МФЦА. Но здесь я не вижу того, что у человека был дефолт, то есть он не собрал деньги, да, но он должен был нам их вернуть. В марте, когда его видел, он сказал, да, строится, я его раньше закрою и верну вам деньги. То есть уже был обман, ничего не строилось и не собиралось строиться, как я понимаю. Ну, я надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться справедливости в этом деле, потому что мы заинтересованы, чтобы на финансовый рынок не заходили люди с долгами, в том плане, что у них есть непогашенные долги у частных судебных исполнителей, и, соответственно, они вовлекают в очень рисковые операции таких инвесторов, розничных инвесторов, как вы, потому что эти деньги не идут в частности, на строительство или на те целевые назначения, о которых изначально озвучивалось. Потому что розничное инвестирование у нас в стране на сегодняшний день очень сильно развивается и вызывает интерес, а вот такие кейсы, они, конечно, подрывают и доверие, и финансовое положение людей, потому что, извините меня, 5 миллионов они на дороге не валяются, да? В том числе, если другие пострадавшие присоединятся, я думаю, что к этому голосу коллективному наше государство будет вынуждено прислушиваться. Да, у нас общая группа есть, где более 30 пострадавших по нескольким проектам. Хорошо, постараемся максимально вам помочь. Спасибо большое. Все, спасибо вам.